С новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. Меня зовут Ларина Сукуева, и я рада приветствовать вас в нашей большой и светлой студии. На календаре сегодня 13 ноября, пятница, и сегодня Международный день слепых и Всемирный день доброты. А в нашей стране 13 ноября отмечается День войск химической и биологической защиты и День службы защиты государственной тайны. А еще сегодняшнее число – это день рождения азбуки Льва Толстого и театра Вахтангова. Вот такие события сегодняшнего дня. Интересно, чем же удивит нас погода? Давайте узнаем прямо сейчас. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня утром в центральных улусах температура воздуха составила -3, -12 градусов. Днем ожидается -6, -9. В Заречье в 6 часов утра температура воздуха составила -6, -19. Днем ожидается -3, -4. В южных улусах -8, -15. Это утренняя температура. А днем ожидается потепление до 6-9 градусов. В Вилюйской группе улусов -5, -11 – это утренняя температура, а дневная -2, -6. В Нижнеленских улусах -11 было утром, а днем ожидается -10. На западе в 6 часов утра температура воздуха составила -3, -8. Днем ожидается почти такая же температура -3, -5. В Колымо-Дигирских улусах -11, -32 – это утренняя температура, а дневная 14-30 со знаком минус, конечно. В Вянских улусах -22 утром и днем 21-24. На северо-западе -17, -25 и днем ожидается 17-24 градуса со знаком минус. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила -12 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. И днем ожидается -7, -9. Возможен небольшой снег. Друзья, сейчас я передаю слово своим коллегам из службы новостей. Мы с вами увидимся через несколько мгновений. Не переключайтесь. Доброе утро. Это новости на телеканале Якутия-24, в студии Влад Давыдов. Служба спасения республики в рамках месячника безопасности на водных объектах в зимний период проводит профилактические рейды, беседы с населением, патрулирование и мониторинг водных объектов. До открытия официальных ледовых переправ категорически запрещен выезд автотранспорта на лед. За несанкционированные выезды предусмотрены штрафы на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50, на юрлиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Модернизированная модель робота-дезинфектора, созданная инженерами Северо-Восточного федерального университета, успешно прошла апробацию в организациях города Якутска. Робот полностью готов для производства, продажи и сдачи в аренду, сообщает пресс-служба СВФУ. Резидент Арктического инновационного центра университета Николай Потапов отметил, что по итогам апробации робот-дезинфектор показал хорошие результаты по телеметрии, передвижению и реакции на людей. В следующей версии робота вместо рециркулятора будет добавлена открытая кварцевая лампа. Это позволит роботу работать в закрытых красных зонах. Также появится возможность управления через пульт, помимо его автономного перемещения. Ярмарочные ряды вновь развернутся на территории Минсельхоза Республики в столице в эти выходные. По традиции, гостей и жителей Якутска ждет изобилие мяса, рыбы, свежих, вкусных и качественных продуктов от сельхозперерабатывающих предприятий и фермерских хозяйств в районах республики, в частности из Амгинского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского районов. Ярмарка будет работать 14 и 15 ноября с 10 до 5 вечера по Курашова, 28, это территория Минсельхоза.
Ближайшим летом в Алекминском районе пройдет ИСЭ «Халанхо». На совещании подчеркнули, что большая часть мероприятий не теряет актуальности при любом развитии событий. Продолжаются строительные работы и мероприятия по благоустройству и озеленению. Запланировали ряд мероприятий, которые на сегодняшний день подкрепляются финансовым из нашего бюджета. Такие мероприятия, во-первых, у нас ведется строительство, можно так сказать, национальной кухни, комплекса национальных кухонь. Ожидали, чтобы, у нас откроется торгово-развлекательный центр в 2021 году, который строят индивидуальные предприниматели братья Сивцевы. Но пока на сегодняшний день первый этаж только готов. Но посмотрим. В 2021 году мы должны открытие этого центра для детей сделать все-таки. То, что касается обычной рядовой работы типа озеленения, цветники и так далее, все это будет. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня. Носите маски, соблюдайте дистанцию, берегите здоровье. Вот такие любопытные новости, но сейчас я предлагаю окунуться в мир эзотерики и узнать, какими вестями нас порадуют астрологи. Гороскоп в программе «Новый день». Овен. День подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, получить ответы на вопросы, беспокоившие вас в последнее время. Телец. Вас ждет насыщенный и очень плодотворный день. Если вы настроитесь на серьезный лад с самого утра, то успеете сделать многое. Близнецы. Звезды сегодня особенно благосклонны к влюбленным представителям этого знака. Их ожидает масса приятных моментов. Рак. Будет шанс принять участие в работе над каким-то перспективным и многообещающим проектом. Не тратьте время зря. Лев. Насыщенный и интересный день. Будьте готовы браться за новые дела, экспериментировать, решать необычные задачи. Дева. Сегодня не исключены удачные сделки и покупки, но тут не надо спешить. Как следует все обдумайте. Весы. Вторая половина дня обещает удачные покупки, в том числе незапланированные. Скорпион. Плодотворный день. Вам удастся заручиться помощью людей, которые поддержат вас. Стрелец. Сегодняшний день просто создан для того, чтобы вы себя немного побаловали. Устройте себе расслабляющий сеанс массажа или просто сделайте какую-нибудь косметическую процедуру. Козерог. Будет много дел. Вам предстоит решать не только свои, но и чужие проблемы. Водолей. Сегодня вероятны знакомства, которые положат начало романтическим отношениям. Рыбы. Сегодняшний день будет длинным и утомительным. Можно лишь пожелать, чтобы он поскорее закончился. Ну а сейчас я предлагаю окунуться в мир поэзии и послушать стихи Эдуарда Асадова. Это известный советский поэт. В 1944 году в борьбе за Севастополь он был тяжело ранен и потерял зрение. Его стих «Дорожите счастьем, дорожите» читает Неустроева Алина, ученица 11 Б класса школы номер 7 города Якутска. Ну и, друзья, не забывайте про наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Смело пишите на этот номер свои пожелания, поздравления, вопросы, и мы обязательно их озвучим. Дорожите счастьем, дорожите. Замечайте, радуйтесь, берите радуги, рассветы, звезды, класс. Это все для вас, для вас, для вас. Услыхали трепетное слово? Радуйтесь, не требуйте второго, не гоните время ни к чему. Радуйтесь вот этому, ему. Сколько песен суждено продлиться? Все ли в мире может повториться? Лист в ручье, снегирь над кручей вяз. Разве будет это 1000 раз? Лупит гром из-под небесной пушки. Дождик, дождь, на лужицах веснушки. Крутит, пляшет, бьет по мостовой.
крупный дождь в орех величиной. Если это чудо пропустить, как тогда уж и на свете жить? Все, что мимо сердца пролетело, ни за что потом не повторить. Хвори ссоры временно отставьте, вы их все для старости оставьте. Постарайтесь, чтобы хоть сейчас эта прелесть миновала вас. Пусть бормочут скептики до смерти, вы им, желчным скептикам, не верьте. Радости ни дома, ни в пути. Злым глазам хоть лопнуть не найти. А для очень-очень добрых глаз нет ни склок, ни зависти, ни муки. Радость к вам сама протянет руки, если сердце светлое у вас. Красоту увидеть в некрасивом, разглядеть в ручьях, разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, тот и впрямь счастливый человек. И поют дороги, и мосты, краски леса, и ветра событий, звезды, птицы, реки и цветы. Дорожите счастьем, дорожите. Ну что ж, друзья, сегодня пятница, 13-е, день суеверий и всяческих примет. Говорят, студенты – одна из самых суеверных категорий граждан, и самый распространенный студенческий ритуал – это халява, ловись. Но суеверие проникло не только в студенческую жизнь. Я, например, тоже суеверна, хотя и давно уже не студентка. Но в некотором роде. Как многие, стучу 3 раза по дереву, плюю столько же через левое плечо. Но всегда иду вперед, даже если передо мной пробежала кошка, пусть даже черная. Интересно, в какие другие суеверия и приметы верят наши горожане? Давайте узнаем прямо сейчас. Верите ли вы в приметы? Если верите, то в какие? Нет, не верю. Почему? Ну, не суеверная. Я обычно не верю в такие суеверия. Когда собираюсь куда-то уезжать, наверное, когда возвращаюсь, обязательно в зеркало смотрюсь. Ой, вообще не верю, если честно. Ни во что. Ни во что. Все зависит только от вас. Я реалист. А если вещь какую-то через порог передать? Ага. Это уже спорный вопрос. Ну, наверное, да. Вы этого делать не станете. Лучше уж шаг вперед сделаете, да? Вовнутрь или снаружи? Ну, наверное, человека вовнутрь запущу. Нет. Ни в какие? Нет. Нет. В какие-нибудь? Нет. Типа что-нибудь сделать перед дорогой, там. Нет. Вечером вынести мусор. Вообще нет. А что вы сделаете, если увидите, что переходит кошка? Что я сделаю? Подожду, пока другой придет. Пока она просто исчезнет, да, из радаров. Нет, не верю. Ни в какие? Не в Правда? какие. Правда. Ладно. Во время экзаменов то под пятку 5-рублевую копеечку там клали, чтобы удачно сдать на 5. Не помогало? Помогало, да? Более-менее уверенно становишься. А как интересно, больше это помогало или знания все-таки? Знания, скорее всего. Ладно. Психологическая уверенность, конечно, выйдет. Ага. И запятка. Да. Спасибо. Горячая распродажа холодильников. В Техноторге цены тают. Так, например, холодильник 180 сантиметров за 19 900 рублей. Фабрика Дивайн. Новое поступление в Мебель-дом и Диваны плюс кресло. Диваны плюс кресло на Пекарского предлагает мягкую мебель от эконом до премиум-класса от российских фабрик. Каждый иностранный гражданин, прибыв на территорию Российской Федерации, обязан соблюдать законы и правила пребывания. В случае совершения неоднократных правонарушений или совершения преступных деяний, законодательством предусмотрены меры государственного принуждения в виде ограничения на въезд в Российскую Федерацию. Решение о запрете въезда принимается на основании Федерального закона Российской Федерации и порядка, изложенного в ведомственных регламентах. Распространенные причины запрета на въезд в Россию. При этом отметка о запрете на въезд однозначно будет поставлена в следующих случаях. Иностранцу, которому запрещен въезд в Россию, в документе, удостоверяющем личность, проставляется отметка «Въезд не разрешен». Наложить запрет на въезд в Россию иностранным гражданам имеет право несколько государственных органов. Для нарушителей миграционного законодательства предусмотрена административная ответственность, в том числе и такая мера, как принудительное выдворение. Незаконное пересечение государственной границы наказывается штрафом либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Доброе утро, друзья! В эфире программа «Новый день». На календаре сегодня пятница 13 на часах уже 7:15. В Якутске днем ожидается минус 9 градусов и возможен небольшой снег. Кстати, после установления снежного покрова по традиции каждый год эвенки отмечают праздник первого снега Синельген. Вот и в начале ноября, накануне открытия сезона большой охоты, эвенки города Якутска провели обряды и состязания этого зимнего праздника. Этот праздник был восстановлен на основах традиций охотничьих обрядов Синкелавун и Магин, главная цель которых заключается в добывании охотничьей удачи в предстоящем охотничьем сезоне, в очищении и благословении охотника и освящении орудий охоты. Первый обряд праздника Синельген – приветствие гостей через священного оленя. Старейшины приветствуют всех присутствующих, здороваясь с каждым за руку. Эвенки очень любили освященного, табуированного шаманом оленя Куджайорон, потому что там, где есть такой олень, у эвенков не было болезней, и все тяготы жизни решались быстро. Далее каждый человек проходит через Чичипкана, очищаясь дымом багульника Сенкере и благословляясь словами старейшин. «Аят беджикалло, хорошо живите, Авгарат бикалло, здоровыми будьте, Синкечи бикалло, удачливыми будьте, Со аят бултакалло, хорошо охотьтесь». Каждый участник праздника просит об удлинении нити судьбы через обряд хулганни. Главный старейшина проводит обряд кормления огня имты и благодарения духов местности и реки. На обряде Синкелавун молодые охотники, застрелив обрядового лося из лука алanga, добывают синкен – удачу в охоте. А значит, до следующего обряда Синкелавун все люди этого стойбища у реки будут сыты и одеты. Обряд кормления барилака – это особый обряд. Начиная с рта, а затем все тело маленького идола старейшина обмазывает жиром. Тогда эвенкийский идол Барилак поможет охотнику добыть достаточно мяса для пропитания своей семьи. На обряде Магин старейшина окуривает ружья, ножи, топоры, сети, капканы кипятят в 3 водах и благословляют все орудия охоты алгавками, пожеланиями. Ну и какой же праздник без дружного хоровода Девейда? А между тем, Центр «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы принимает заявки на бесплатное предоставление услуг. Более подробно об этом нам сегодня расскажет Наталья Сычевская, начальник Центра выращивания проектов Центра «Мой бизнес». Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Очень рада видеть вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, о самом центре «Мой бизнес». Так, наш центр был создан в прошлом году. Первый офис был открыт в городе Якутске. Значит, центр «Мой бизнес», он представляет собой единую площадку, где оказывается всесторонняя комплексная поддержка субъектам предпринимательства, то есть от идеи до регистрации бизнеса до комплексного ведения, сопровождения и масштабирования бизнеса. Да? Всего в окнах центра у нас оказывается более 120 услуг. То есть предпринимателям предоставлена возможность по принципу одного окна получить государственные, муниципальные услуги, также проконсультироваться по вопросам ведения бизнеса. Также и есть возможность при регистрации, например, да, через наш центр «Мой бизнес» открыть счет в коммерческих банках, также подать заявки на получение государственной поддержки в виде привлечения финансирования микрозайма, на лизинговое финансирование, да,
на получение, предоставление помещений на льготной аренде. Помимо этого, наш центр оказывает и информационную поддержку, да, для представителей бизнеса. Информационная поддержка у нас представлена ведением и реализацией портала, единого портала малого и среднего предпринимательства республики. Это по адресу www.portal14.ru. Наталья, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что он открылся впервые в Якутске, а где кроме столицы республики еще есть подобные центры? Так, значит, на сегодняшний день, кроме города Якутска, организована работа 12 центров оказания услуг. Это центры в муниципальных районах Валданском, Амгинском, Вилюйском, Горном, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском. Недавно были открыты офисы в Сунтарском и Алепинском районах. Также у нас в текущем году, еще до конца года, у нас планируется открытие в Такинском, Тампонском, Хангаласском районах. И до конца, до 2024 года, планируется, что центр «Мой бизнес» будет предоставлен во всех муниципальных районах республики. А каким образом можно получить вот эти вот услуги, которые вы предоставляете? Помимо вот тех вот услуг, да, которые я перечислила ранее, сейчас вот на данный момент у предпринимателей есть возможность воспользоваться, да, на безвозмездной основе такими услугами, как разработка технической документации, это технологические инструкции, технические условия, стандарт организации, разработка, регистрация и присвоение штрих-кода на продукцию, разработка программ производственного контроля, тоже обязательный документ для любой производственной компании, да. Также ведется сейчас прием и заявок на изготовление электронной цифровой подписи для документа оборота, для работы на госпорталах, на сайте налоговой, на госуслугах, да, в системе Меркурий и так далее. Также сейчас, оказывается, я хочу еще сказать, что ведется прием заявок на разработку технико-экономического обоснования и бизнес-планов. Что ж, огромное спасибо за полезную информацию, Наталья. Спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Я желаю вам удачи и отличного настроения. И напоминаю, что сейчас у нас на связи была Наталья Сычевская, начальник Центра выращивания проектов Центра «Мой бизнес». Ну а мы продолжаем наш эфир. И я хочу пожелать всем приятного аппетита, кто сейчас трапезничает. С приходом пандемии ритм нашей жизни, конечно же, существенно изменился. Но есть люди, которые остались стойкими и не прекратили, например, свои тренировки дома. Я считаю, что такие люди просто герои. И, конечно же, оставив свое привычное питание, человек начинает набирать вес. И мы сегодня разберем один пункт, который очень нужен при правильном питании. Что это за словосочетание такое «правильное питание»? Услышав ее, хочется сразу воспротивиться и сказать, что это, извините, это не про меня. Это значит, что есть возможность не ограничивать себя в лакомствах, но с хитростью для своего организма заменить ее на более полезные продукты. Сегодня мы обратимся к сладкоежкам. Первое, что стоит заменить, это, конечно же, сахар, так как у него нет никаких полезных свойств, и он существенно замедляет похудение. Хорошей альтернативой для сахара является мед. Несмотря на то, что там много калорий, он существенно слаще, чем сахар. Соответственно, вы его не сможете есть в больших количествах. О вреде конфет, конечно же, знают все, и поэтому мы советуем их просто заменить на сухофрукты. Это, например, финики, чернослив, курага или изюм. Эти продукты являются источником питательных веществ и могут помочь бороться с различными проблемами. Курага, например, укрепляет сердечно-сосудистую систему, помогает сжигать лишний жир, а изюм укрепляет нервную систему. Чернослив снимает усталость, помогает работе кишечника, улучшает состояние кожи, а финики заряжают энергией и повышают работоспособность. Да, все мы обожаем молочный шоколад. Но если вы хотите иметь красивое и здоровое тело, от него придется отказаться.
Его можно заменить на темный горький шоколад с какао не менее 70%. Съедайте в день около 50 грамм, чтобы активировать настроение, стимулировать работу головного мозга и нормализовать нервную систему. Не стоит полностью отказываться от шоколада. Ну а печенье, которое мы покупаем в магазине, конечно же, содержит очень много сахара, и в составе есть пальмовое масло, которое совсем не перерабатывается и не выводится организмом. Оно оседает в печени и в стенках сосудов, что, конечно же, приводит к ожирению. Единственным полезным заменителем печенья является овсяное печенье или орехи. Ну и, конечно же, эти печенья стоит выпекать самому. В овсяном печенье очень много клетчатки, которая стимулирует работу пищеварительного тракта. Также оно хорошо выводит шлаки. Но орехи богаты белками, полезными жирами, витаминами, минералами и аминокислотами, которые необходимы для питания мозга и здоровья иммунной системы. Не забывайте, что орехи очень калорийны, и их стоит есть не более 50 грамм в день. Если очень хочется сладкого, выпейте мятный чай. Он подавляет чувство голода и желание потянуться за сладким. Ну что ж, теперь вы знаете, как заменить сладкое и мучное. И заметьте, эти же продукты не только полезны, но и действительно вкусные. Желаем вам легкой диеты. Я, когда хочу сладкое, я пью не мятный чай, а облепиховый чай с медом. Мы продолжаем наш эфир, и известны уже результаты тотального диктанта. Как убеждают организаторы этого проекта в Якутске, наши земляки справились с заданием очень и очень прилично. Но сегодня речь немножко не об этом. Тотальный диктант выбирает столицу. Сейчас за возможность принять автора соревнуются 13 российских и зарубежных городов. И о том, как можно проголосовать за наш город, нам расскажет Анастасия Алексеева, старший преподаватель кафедры русского языка филологического факультета университета нашего. Анастасия, доброе утро. Очень рада вас видеть. Здравствуйте. Анастасия, скажите, каким образом можно проголосовать за Якутск, чтобы он стал столицей тотального диктанта? Да, ну вот сейчас на сайте тотального диктанта соревнуются российские города. Это Якутск, Волгоград, Калининград, Рязань, Ярославль и другие. А также 3 зарубежных города. Это Нур-Султан, Казахстан, Стамбул и Берлин. Для того, чтобы поддержать наш любимый город, необходимо зайти на официальный сайт тотального диктанта и отдать свой голос за наш город. Голосовать можно 1 раз в день. Ага, то есть каждый день можно голосовать за город Якутск. А до какого числа это можно сделать? Голосование закончится 24 ноября. То есть до 24 ноября каждый день можно отдавать свой голос за наш город. То есть еще у нас остается 11 дней. Да. А итоги когда подведутся? Итоги будут известны 24 ноября. В этот день будут объявлены 5 городов, которые войдут в город, которые войдут в список шорт-лист голосования. А победители узнают 6 февраля. 2021 года. Ну, голосование же уже началось, да? Вот на сегодняшний день Якутск сколько уже очков, сколько голосов уже набрал? На данный момент сейчас 808 голосов. Мы сейчас на каком месте, получается? На 1-м, по-моему. Ух ты, как здорово! А кто к нам в затылок дышит? Кто занимает второе место? Рязань. Рязань. Ну, нужно поддержать, да, наш город. Я Каждый думаю, день, да. Земляки активизируются и будут голосовать. Скажите, Анастасия, а что означает это быть столицей тотального диктанта? Вот с главной площадки будет вестись официальная трансляция проекта. Вот представьте себе, если наш город победит, внимание всего мира будет приковано к нашему родному городу. А это замечательный повод для продвижения имиджа Якутска и нашей республики. Ведь столица тотального диктанта станет центром притяжения внимания всей акции. Будет упоминаться во всех коммуникациях этого международного проекта, в средствах массовой информации, в соцсетях, сайте, медиаплощадках. А звание столицы тотального диктанта, оно присваивается городу на 1 год. Но сам статус столица тотального диктанта 2021 будет присужден городу навечно. Ага. То есть получается, что в следующем году Якутск уже в перспективе может стать столицей тотального диктанта. Ну, это здорово. Анастасия, вначале я сказала, да, что земляки с предыдущим, то есть нынешним, да, тотальным диктантом, который прошел недавно, справился весьма прилично, да. Как много вообще участников было на тотальном диктанте? 1400, даже свыше 1400 человек.
А 400 вот человек. на фоне вот других регионов, вот как Якутия выглядела? Мы занимали второе место Вау. по числу Здорово. участвующих. А с какими сложностями вот в тексте мы вот столкнулись? Текст был Андрея Геласимова, нашего земляка, да, напомним? Да, ну вот текст Андрея Геласимова, конечно, был очень сложен, но жители Якутии достойно его написали. И вообще сам формат вот написания «пишем дома», да, дал возможность проверить свои результаты онлайн. Ну, что, я считаю, несомненно, было для участников проекта очень удобным. Ага. Следующий тотальный диктант, когда уже будет? Вот в следующем году, получается, в апреле или Да. в конце года? Уже не будет переноситься. В апреле пройдет тотальный диктант полностью. Мгм. Что ж, огромное спасибо, Анастасия, за интересную познавательную беседу. Сегодня утром, я думаю, что наши телезрители активизируются и будут каждый день голосовать за наш город, чтобы Якутск стал столицей тотального диктанта уже в следующем году. Напоминаю, что сейчас у нас на связи была Анастасия Алексеева, старший преподаватель кафедры русского языка филологического факультета СВФУ. Но сейчас, дорогие друзья, мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, мы увидимся с вами через несколько мгновений. Ну и не забывайте про наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Смело пишите на него свои сообщения, мы все прочитаем. Instrumenlarga sirbe berhanga diri chep-cheti. Makita перфоратор сетет тыгынча 900 гонсолковой. Ванада атын тыгынчатан такса инструмент раха 220 вольт магынга. Жукускай город, строительный рынок, Юзитес. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. А что здесь происходит? Министр экономики сейчас даст комментарий по... Цену на нефть? А вы откуда знаете? Не я, а российская газета. Российская газета. Расскажем главное. Благотворительная акция «Подари детям будущее» объявляет сбор средств в помощь Саше Живкович, 2003 года рождения, на специализированное лечение в детской клинике «Шнайдер», город Петах-Тиква, Израиль. Сейчас семье необходимо внести депозит на лечение. Диагноз – саркома Юинга мягких тканей средней трети левого бедра. Чтобы помочь Саше, вам достаточно отправить сообщение на короткий номер 34 34 или 3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Саше вместе! Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Новый день». На календаре сегодня пятница, 13-е. Не забывайте, что мы для вас работаем только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. У нас есть сообщение. Здравствуйте всем. Доброе утро работникам НВК «Саха», всем телевизионщикам. Желаем всего хорошего, здоровья. И подпись Галины Накентий, Титовой, село Тюнгюлю. Очень приятно, Галина Накентий, получать такие сообщения. Ну, берите пример. Передавайте нам привет. Но сейчас я передаю слово своим коллегам из службы новостей. Через несколько мгновений мы с вами увидимся и вновь поговорим о чем-нибудь интересном, приятном. Доброе утро. Это новости на телеканале «Якутия-24», в студии Влад Давыдов. Служба спасения республики в рамках месячника безопасности на водных объектах в зимний период проводит профилактические рейды, беседы с населением, патрулирование и мониторинг водных объектов. До открытия официальных ледовых переправ категорически запрещен выезд автотранспорта на лед. За несанкционированные выезды предусмотрены штрафы на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50, на юрлиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Модернизированная модель робота-дезинфектора, созданная инженерами Северо-Восточного федерального университета, успешно прошла апробацию в организациях города Якутска. Робот полностью готов для производства, продажи и сдачи в аренду, сообщает пресс-служба СВФУ.
Резидент Арктического инновационного центра университета Николай Потапов отметил, что по итогам апробации робот-дезинфектор показал хорошие результаты по телеметрии, передвижению и реакции на людей. В следующей версии робота вместо рециркулятора будет добавлена открытая кварцевая лампа. Это позволит роботу работать в закрытых красных зонах. Также появится возможность управления через пульт, помимо его автономного перемещения. Ярмарочные ряды вновь развернутся на территории Минсельхоза Республики в столице в эти выходные. По традиции, гостей и жителей Якутска ждет изобилие мяса, рыбы, свежих, вкусных и качественных продуктов от сельхозперерабатывающих предприятий и фермерских хозяйств в районах республики, в частности из Амгинского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского районов. Ярмарка будет работать 14 и 15 ноября с 10 до 5 вечера по Курашова, 28, это территория Минсельхоза. Ближайшим летом в Алекминском районе пройдет ИСЭ «Халанхо». На совещании подчеркнули, что большая часть мероприятий не теряет актуальности при любом развитии событий. Продолжаются строительные работы и мероприятия по благоустройству и озеленению. Запланировали ряд мероприятий, которые на сегодняшний день подкрепляются финансовым из нашего бюджета. Такие мероприятия, ну, во-первых, у нас ведется строительство, ну, можно так сказать, национальной кухни, комплекса национальных кухонь. Ожидали, чтобы, значит, у нас откроется торгово-развлекательный центр в 2021 году, которые строят индивидуальные предприниматели братья Сивцевы. Но пока на сегодняшний день первый этаж только готов. Но посмотрим. В 2021 году мы должны открытие этого центра для детей сделать все-таки. Ну, то, что касается обычной рядовой работы типа озеленения, значит, цветники и так далее, все это будет. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня. Носите маски, соблюдайте дистанцию, берегите здоровье. Доброе утро всем тем, кто только что настроился на наш канал. В эфире программа «Новый день». На календаре сегодня 13 ноября, и сегодня наша республика отмечает столетие венгерского писателя и прозаика Платона Степанова Ламуцкого. И сегодня у нас в гостях его сын, поэт и писатель Анатолий Ламуцкий. Доброе утро, Анатолий Платонович. Доброе утро. Поздравляю вас с юбилеем отца. Спасибо. Скажите, пожалуйста, трудно ли быть сыном Платона Ламуцкого? Ну, трудно, не трудно. Местами, конечно, трудно. Когда что-то делаешь не то, всегда говорят, ты же сын Платона Ламуцкого. Ответственность какая-то, да, ответственность должна быть. Ну, а как он отреагировал на ваши первые пробы пера? Ну, я закончил русскую школу, во-первых. Поэтому я писал на русском языке. Я еще в школе начинал писать с 5 класса. И после школы принес ему сборник своих стихов, ну, подборку. Он прочитал их и сказал, ну хорошо, что ты пишешь стихи, но надо, ты сын эвенского писателя, пиши хотя бы на якутском языке. Ну, после школы я выучил якутский язык, начал писать на якутском языке. Еще в институте, когда учился, я написал, тоже подборку принес ему. Он сказал, ну хорошо, а сейчас научись писать на эвенском языке. Ух ты! Вот я сейчас научился. И вот сейчас, благодаря этому, я пишу на 3 языках. Молодец. Он мотиватор ваш. Да. Ну, у Платона Афанасьевича наверняка осталось много неопубликованных работ. Кто сейчас занимается его архивом? Ну, архив весь находится у меня, лично у меня. Я вот в этом году мы выпустили с этого архива поэму, не опубликованную, «Нимкакеч». Она уже вышла, бичики есть. Пока мы еще не забрали его, ну, заберем скоро. Ну, архив, такого с ним надо очень много работать. Там очень много неопубликованного. Он очень много занимался вот записями стариков, носителей, фольклором занимался. И вот это, да, сказки есть и так далее, легенды и тому прочее. Это надо все собирать, все раскладывать и как-то оформлять, да? Да, оформлять. Мы знаем, что у Платона Афанасьевича, ну, вообще у вашего папы было 10 детей, да? А кто из них больше всего похож по характеру?
Ну, по характеру большинство из нас, наверное, похожи и на маму, и на папу. Но я не могу сказать, что вот он точно похож на отца. Ну, по внешнему виду, конечно, мои две сестры старшие, младшая сестра, брат младший, старший брат был похож. Ну, то есть... Вот, а писательский талант унаследовали только вы, да? Или я ошибаюсь? Нет, писательский талант... Мои братья и сестры все писали. Даже в детстве вот старший брат Саша и старшая сестра Светлана, они опубликовывались в Белембол, тут в газете, на якутском языке их стихи выходили. Сейчас творчеством в основном, конечно, занимаюсь я, у меня уже 6 книг вышло. И этот, как сказать, ну, сейчас занимается, пишет стихи Зинаида, сестра моя. Ну, еще она не публиковалась. Яндина пишет. Ну, а так, сестры, братья, все они пишут. Все дети талантливые. Да. А Платон Афанасьевич каким был в быту? Вообще он был строгим человеком? Он был очень добрым человеком. Это он внешне был очень строгим, но к детям своим он относился очень так, с добротой, с теплом. Но никогда он не кричал на нас, он спокойным голосом объяснял, что надо делать и как надо делать. Ну, я приведу один пример. Он очень любил охотиться, рыбачить. И вот всех сыновей своих, у нас было 5 детей, 5 сыновей, научил этому. И вот 5 лет, меня, например, в 5 лет он уже брал на охоту. 10 лет он подарил мне ружье. Ух ты! Вот. Так что в этом отношении он был, ну как сказать, очень мудро поступал с нами. Не строгим. Если отец сердился, он мог сказать одно только слово, и мы понимали, что папа сердится, что он недоволен чем-то. Он не кричал, он не ругался, а просто одно слово сказал. Да. И вот в этом отношении он, конечно, был таким человеком. Ну, действительно мудрый человек, да? Да, мудрым человеком. Скажите, какие мероприятия сейчас вот проводятся в республике вот в рамках юбилея? Ну, к сожалению, мы в начале года еще была организована республиканская оргкомиссия во главе с Владимировым Афанасием Семеновичем. Но было запланировано очень много мероприятий различных. Ковид внес коррективы, да? Ну, ковид принес коррективы. Мы провели только одно большое мероприятие. Вот была встреча с потомками Степанова-Ламутских в Доме дружбы народов. И все, практически очных таких мероприятий, встреч не было. И вот сегодня буквально в 11 часов начинается онлайн мероприятие, которое проводит литературный музей имени Юнского. И во вторник тоже намечается мероприятие, онлайн-мероприятие, которое проводит Кобяйский улус. Это республиканского значения. Тоже должны подключиться все улусы, которые, вот, в которых жил Платон Ламутский, жил и работал. И еще мероприятия, ну, есть мероприятия, которые мы должны провести до конца года. Некоторые мероприятия мы перенесли на 21 год. В 21 году, кстати, у нас столетие нашей мамы. И вот и поэтому в 21 году это будет 26 ноября у нас будет презентация книги. Вот 2 книги вышло Платон Ламутский и Нимкакеш, который я говорил, поэму. И вот одну из них я вам хочу подарить. Огромное спасибо. Огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. К сожалению, времени у нас не так много. Дорогие друзья, эфир наш не завершается, он продолжается. И сейчас я предлагаю окунуться, отправиться вместе с нами в художественный музей и посмотреть экспозицию «Мило-мило по всей земле», в которой якутские художники воспели нашу северную зиму. «Мило-мило по всей земле, во все пределы». Это строки русского поэта Бориса Пастернака отражают точно суть живописно-поэтической новой выставки собрания Национального художественного музея. Представлены работы многих якутских художников, которые отразили на своих полотнах самое
суровое, но в то же время самое красивое и сказочное время года – зима. И поражает то, как художники вот самые обычные, привычные мотивы расцвечивают в торжественные оттенки зимы, словно поют гимн этому времени года. Наум Матвеевич Зосимов на своем полотне изобразил обычный деревенский, такой морозный день. Но как? Вот сразу вспоминаешь свое детство, когда морозы были за 50, когда было очень много деревянных домов, топились печи, и мы определяли по дыму из труб, какой сегодня будет день – теплый или холодный. Очень красивые тени на снегу, необычайно красивый цвет снега, неба. И вся картина, она в таком душевном порыве написана, в любовном. И вся картина освещена вот этим ярким солнцем. То есть художник так озаряет солнцем свою родину. Великий Леонардо да Винчи говорил, что живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат. И вот молодой поэт Ольга Янсен так мощно поэтическими строками отозвалась именно на это полотно Наума Матвеевича Зосимова. Будто жизнь, заключенная в гладком овале галактики, солнце теплится в небе ярким яичным желтком, зимний сон проплывает над белой льдистой Арктикой, чтобы вновь возродиться живительным и ясным лучом. Ja, көтөппүт. Бүгін бияғы ылжытты каналара білсе, атын солын кім дені? Гриша. Алексей. Тугынан жараттан аны, Гриша? Я официант Kiwi Catering. Красиво накрываю на стол. Подаю вкусные блюда. Кысында такап жетерден. Тоғымет бизнесменин оғыз жоны көрерден. Па ден. Па да па. Красавчик. Фабрика Дивайн. Новое поступление в Мебель-дом и Диваны плюс кресло. Диваны плюс кресло на Пекарского предлагает мягкую мебель от эконом до премиум-класса от российских фабрик. Каждый иностранный гражданин, прибыв на территорию Российской Федерации, обязан соблюдать законы и правила пребывания. В случае совершения неоднократных правонарушений или совершения преступных деяний, законодательством предусмотрены меры государственного принуждения в виде ограничения на въезд в Российскую Федерацию. Решение о запрете въезда принимается на основании Федерального закона Российской Федерации и порядка, изложенного в ведомственных регламентах. Распространенные причины запрета на въезд в Россию. При этом отметка о запрете на въезд однозначно будет поставлена в следующих случаях. Иностранцу, которому запрещен въезд в Россию, в документе, удостоверяющем личность, проставляется отметка «Въезд не разрешен». Наложить запрет на въезд в Россию иностранным гражданам имеют право несколько государственных органов. Для нарушителей миграционного законодательства предусмотрена административная ответственность, в том числе и такая мера, как принудительное выдворение. Незаконное пересечение государственной границы наказывается штрафом либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Доброе утро! Мы продолжаем делиться с вами бодрой, доброй информацией. На днях Якутия встретила чемпионку мира по быстрой игре в 100-клеточные шашки Матрёну Наговицыну. И сегодня Матрёна у нас в гостях. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Очень рада вас видеть в нашей программе. В первую очередь, конечно же, примите самые искренние поздравления с победой. Матрёна, скажите, в каком городе состоялся чемпионат? У нас прошло 3 больших соревнования в последние 2 месяца. Это чемпионат России по русским и 100-клеточным шашкам, чемпионат мира по шашкам 64 и чемпионат мира по блицу в 100-клеточные шашки.
Они прошли в Одинцово в Москве и в Турции. Ага. Матрена, мы знаем, что сборная России в целом выступила на этом чемпионате очень прилично, очень достойно, привезла несколько медалей. Скажите, кто еще, кроме вас, стал медалистом? Чемпионом мира стал из Якутии Андрей Федотов по шашкам 64. Призером мира стали Николай Громыгенов и Наталья Шестакова. А еще призерами стали Николай Свечков и Николай Гуляев. А чемпионом России стал Гавриил Колесов. Угу, здорово. Матрена, вы 4-кратная чемпионка России. А скажите, в этот раз вы ожидали, что одержите победу? Вот такой вот нескромный вопрос. Да, сейчас, вот когда я езжу на соревнования, то всегда ожидаю выступить на максимальном. Угу. Вообще, как вы обычно волнуетесь перед игрой? Как справляетесь с волнением, если волнуетесь? Сейчас немножко волнуюсь, потому что ответственность лежит на мне как представителя сборной команды России и республики. Но когда садишься за доску, уже волнение проходит и начинается игра, борьба. А как вы настраиваетесь? Есть какие-нибудь у вас особые ритуалы, приметы? Вот мы до этого говорили о суевериях. Люди вот что-то там делают специально, да? Я слышала, что некоторые спортсмены не застилают кровать перед соревнованием, да? У вас что-то вот есть похожее? Да, спортсмены немножко суеверны, конечно, но я стараюсь придерживаться таких суеверий, которые не мешают вот моей спортивной карьере, моей повседневной жизни. Например, у меня, как якутка, у меня есть оберег, и, ну, что такое, оладьи. Оладьи. Все-таки в каждый город, в каждое место, где проходят соревнования, вы стряпаете оладьи и раскладываете в кружочек. Все верно, да? Но бывает, если возможность есть, то можно с собой взять, да. Ага. Матрена, скажите, вот вы приехали буквально вот пару дней назад. Кто встречал вас в аэропорту? Да, меня встретили мои земляки из Чурапчинского улуса, наша федерация шашек и мои родные люди. Была очень тронута и рада этому. А со скольки лет вы начали заниматься шашками? Вообще я занимаюсь шашками, сколько себя помню, это где-то с 5 лет, а профессионально вот каждый день учиться это с 9-10 лет. Вот я в школу переехала, в Чурапчинскую спортивную со своей семьей, и с того момента почти каждый день тренируюсь. А почему именно этот выбор? Почему шашки? Меня вот отец играл в шашки, он кандидат в мастера спорта был, и он меня приучил к этому виду спорта. Вот и я умею с самого рождения вот так вот играю в шашки. Но если так посмотреть, то шашки, они помогают развитию ребенка, помогают ребенку больше думать, его творчеству, его память. Поэтому, мне кажется, он сделал очень правильный выбор. А в шахматы вы играете, Матрена? В шахматы, к сожалению, не играю, знаю только ходы. Что ж, огромное спасибо, Матрена, за участие в нашей утренней программе. Я вас еще раз поздравляю с этой колоссальной победой. Желаю вам дальнейших подвигов, чтобы вы достойно представляли нашу республику и страну в целом. Вы большая молодец. Дорогие друзья, я напоминаю, что сейчас у нас на связи была чемпионка мира по быстрой игре в 100-клеточные шашки Матрена Наговицына. Мы очень рады, что она побывала у нас в гостях. И еще раз поздравляем ее с этой победой. Друзья, не забывайте, что мы для вас работаем только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Смело отправляйте на этот номер свои сообщения, поздравления, пожелания, вопросы. Может быть, у кого-то сегодня знаменательное событие, несмотря на дату 13 ноября. Ну, мало ли, да? Юбилей, день рождения, какое-то действительно событие. Первое свидание ведь тоже некоторые отмечают. Сейчас у нас небольшая рекламная пауза. Через несколько мгновений встречайте в этой студии моих коллег Нергуяну и Роману. Ну а я всем желаю доброго утра. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, где живут самые удивительные птицы, 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 птицы
затаивший в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей.